В чем противоречие у вас с Ахмедом Закаевым, Анзор? Ну да, я сегодня высказываю, отвечая на любой ваш вопрос, вы заметили? Мое противоречие, знаете, я, наверное, так скажу, я имею на то право, полное право, иметь какое-то мнение, взгляды или противоречия, но здесь ничего такого личного нету. И лично других людей я не любитель трогать, и вы это прекрасно знаете. Хотя вот эта группировка этого человека, а там действительно группировка, они вот именно вот это и делают. Я расскажу про такой случай сейчас скоро. Ну, вот когда я выступил своим мнением, со своими взглядами, да, вот, то началась такая критика. Нет ничего такого, чтобы могли сказать мой адрес, где я был бы не верен нашей победе, нашим воинам, нашим лидерам. Вот до этого нашей идеи. И поэтому они сейчас, вот эта группировка Закаева, начала там писать комментарии, там распускать слухи, вот чем они занимаются, на другое ничего мужественного тоже не могут они сделать, не способны. В общем, упрекают меня в том, что моя мать ездила домой, в Ичкерию, оккупированную. И называют ее имя, имя женщины, представляете? Как бы упрекают меня. Я скажу так, этим мерзавцам. Это для меня такие же мерзавцы, что и тот же Кадыров, о ком я сейчас говорил. В те дни, когда моя мать действительно ездила домой, на свою родину, на свою землю, я находился в Париже, в здании суда, как он называется на французском, не помню. Ну, в общем, приехал, потому что меня пригласили в суд по делу чеченских беженцев. То есть я как свидетель, я писал им подтверждения, я их знал. И как, будучи свидетелем, приехал туда, в Париж, на этот суд, чтобы рассказать об их проблеме, чтобы их не депортировали. Вот. Я находился в этом суде, и мне позвонила мать. Мать позвонила. И сказала, что вот я еду домой. Ну, что тут я смог бы сделать, например. Я ее туда не направлял. Для меня это было шоком и ударом. Она мне сказала, вот я честно так скажу, я хочу поехать домой, навестить своих больных братьев. Ну, там братья в возрасте, старшие моей матери были. Вот, и пойти на кладбище, где похоронены ее мать и отец. Я ничего с этим не смог сделать, но мне это действительно, для меня это было шоком. Я лишь попросил, ладно, я сейчас ничего не могу сделать, но просто ничего не говорю там. И действительно, она ничего такого там не сказала. Но я этим мерзавцам скажу, которые сейчас вокруг Закаева находятся. Что вы большего можете еще сказать? Вы хоть найдите что-либо такого, чтобы я был где-то неверен нашей идее, вот, или же отвернулся от этой идеи, или же если я звонил Кадырову, называл его братом, вот. И когда Кадыров с таким тоном разговаривал, например, ну я не все, мне это противно даже говорить сейчас. В общем, такая ситуация. Это очень низко. И ты, брат Ильнар Гарипов, ты спросил у меня, я ответил.
Анзор, а почему эти слова Закаева не были для тебя препятствием для встреч с ним и его компанией до сих пор? Почему только сейчас ты заговорил об этом? Ну, я честно отвечу, врать я не любитель и не люблю, когда врут. Вот, когда перешли вот эти границы, когда уже открыто начали говорить, вот, что лидер, что главнокомандующий, там, и так далее, тому подобное, я это воспринимаю как оскорбление. Я это озвучил и озвучу еще раз. Свое недовольство по отношению к Закаеву. Я скажу, когда у нас в истории было такое, чтобы главнокомандующий находился на чужбине в другой стране. Ну вот. За морем, за океаном даже. У нас такого никогда не было. Все наши лидеры, все наши главнокомандующие воевали и были убиты в войне против русских оккупантов. Поэтому я воспринимаю это как оскорбление чисто себя, чисто нашего народа. Есть и другие причины. Почему я встречался с этой компанией Закаева и стоял рядом с ним, мог пожать руку. Вот. Да потому что я надеялся на хорошее, думал, может как-то эти люди очнутся, сделают что-то для объединения. Понимаешь? Но спустя такое время, вот более 20 лет, такого объединения не случилось. Эти люди, бывшие депутаты, бывшие министры, они действительно бывшие, потому что мандаты им выдавали не пожизненно. Вот, они могли бы что-то сделать для нашего общества, но по сегодняшний день за все это время ничего не сделали для общества. Да, они называли себя самыми легитимными, обвиняли другого своего оппонента в предательстве, там, в работе на российские спецслужбы и так далее. И последней точкой было то, что, когда я поставил вот эту точку, жирную точку, когда Ахмед Закаев мне позвонил, и он мне говорит, что скоро состоится встреча с российской стороной в Норвегии и в Англии. И я потом спрашиваю, а кто будет на встрече? Он ответил, что там будет Тукваха Абдурахманов, там еще другие фамилии были. Он перечислил. Я говорю, ты перечислил те фамилии, которые ты перечислил, там нету никого из русских. И ты называешь это российской стороной. Мол, нету Петрова, Сидорова, Иванова. Вот. И я сказал, что я на эту встречу не поеду. Ну, тогда я посчитал это как бы, не шантажем, а вот заигрывание вот этим фактором, что тело моего отца не выдано, тело нашего президента. И он мне говорит, что, как-никак мы можем пойти туда навстречу и попросить тело нашего президента, твоего отца. Для меня это было жестоко. Я сказал, нет, я на встречу с предателями не пойду, тем более ни один из наших лидеров никогда не считался с этими предателями и с ними не здоровался, не разговаривал, наши лидеры. И вот с тех пор я поставил жирную точку, что я больше с этим человеком ничего иметь не хочу. Но представьте себе, вот вопрос задающий, что бы вы сделали, когда вот так хотели бы вас использовать ради того, чтобы я пошел на такую встречу там с предателями, с этими мерзкими тварями, которые унижали наш народ, убивали и убивают по сегодняшний день. Как можно с ними вот так спокойно разговаривать? У меня полное отвращение на них, на этих предателей. Вот, потом мне позвонили, я же, конечно, все слушал, наблюдал, тихо, молча, и только сейчас вот так открыто заговорил. Затем, было 2 года тому назад в Берлине прошло такое мероприятие. Там туда приезжали Джамбулат Сулейманов и другие.
Вот, меня туда пригласили, позвонили и попросили, вот, что будет мероприятие по поводу убийства нашего президента, который был убит 6 марта 2005 года. Вот так человек мне говорит, звонит и просит прийти на это мероприятие в Берлине 2 года тому назад. Я выслушал этого человека, этот человек живет в Берлине. Вот, и потом говорю: я очень недоволен тем, что вы изменили дату гибели нашего президента и, конечно же, моего отца. Наш президент был убит не 6 марта, а 8 марта утром. И я даже знаю, что он делал ночью, что и как примерно это произошло. Как это произошло. Для меня это было неприятно, потому что именно Закаев так заявил, что они расследовали это якобы дело, и что они узнали, что президент наш убит не 8, а 6. Но это даже было сделано для того, чтобы показать, что якобы какая-то структура, есть у него структура, которая расследует какие-то дела, и вот он так заявил, сказал, что они узнали, как это произошло и когда это произошло. Для меня, конечно, я не хочу, чтобы кто-либо использовал имя моего родного человека в своих целях. Это мерзко, это некрасиво. Нет тут ничего позорного, что наш президент убит 8 марта. Да, там говорят, что Международный день, женский день и так далее. Но не наш день. Не наш. Мы мусульмане, мы чеченцы. У нас этого дня нету. У нас есть другие дни. И очень много людей умирают, погибают именно 8 марта тоже. Умирает каждый день. Много людей, очень хороших людей. Что мы должны менять тогда дату?